Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Кондрашин Александр, и я хотел бы поприветствовать вас в новом выпуске программы «Якутское значит». И сегодня у нас в гостях директор круглогодичного центра детского отдыха «Полярная звезда» Иван Игнатенко. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, телезрители. В декабре 2019 года Республика Саха-Якутия заключила с вашей компанией концессионное соглашение о создании и эксплуатации круглогодичного центра детского отдыха «Полярная звезда». Этому предшествовала большая работа. Была разработана концепция проекта, проведены переговоры, был пройден большой путь. Как все начиналось? Начиналось все 8 лет назад, когда мы только начинали заниматься детским отдыхом. Наша компания, главная национальный оператор детского отдыха, отправляет ежегодно 15-20 тысяч детей на пионерлагеря. Отрасль обширно развивается, есть потребность в современной инфраструктуре, чем не отвечает, собственно говоря, то наследие, которое мы переняли от Советского Союза. Те пионерлагеря, которые строились, проектировались как летние в основном, не круглогодичные, не экономически эффективные, соответственно, все датируемые. Это то, что мы имеем на сегодняшний день. У нас в управлении находится несколько пионерлагерей подобных, которые мы взяли, провели модернизацию, ремонты, и сейчас ими управляем. И, собственно говоря, мы сделали вывод, что правильней, выгодней создавать новую, свежую инфраструктуру, отвечающую всем стандартам современного мира. Но при этом, почему эта идея пришла к вам, получается, спустя много лет с начала современной истории нашей страны? Наверное, потому что многие объекты социальной инфраструктуры обычно ложатся тяжким временем на бюджет, и они часто оплачиваются полностью из бюджета на 100%. Но ваш проект обошелся из более чем 1 800 000 000 рублей с точки зрения строительства для республики всего в 40 миллионов рублей, всего порядка 2% своей стоимости. Расскажите, пожалуйста, какие механизмы поддержки вам пришлось привлечь или изобрести новые для того, чтобы добиться такой эффективности проекта с точки зрения региона? Отвечая на первый вопрос, это все-таки мы уже эксплуатируем объекты, мы понимаем, что нужно. Идея у нас пришла, когда мы стали просто наносить на проект, что должно быть жилые корпуса круглогодичные, должны быть современные видеостудии, кабинеты 3D-моделирования, актовые залы. То есть все то, что мы, онлайн-школа, у нас же круглогодичное пребывание, все то, что мы не можем разместить в тех объектах, которые у нас под управлением. Соответственно, мы приняли решение, что нужно структурировать данную модель, то есть возможность создания, привлечения инвестиций, и, соответственно, эксплуатации. Получается, все те вещи, которые вы перечислили, они для многих регионов обходятся в копеечку. А для Якутии почему-то получилось дешевле, чем для многих наших, даже я же сказал бы, соседей. О каких мерах поддержки идет речь? Как вы смогли снизить это бремя для региона? Да, это вторая часть вопроса вашего. Мы при поддержке полпреда Юрия Петровича Трутнева и главы региона Александра Сергеевича Николаева получили капитальный грант в размере 400 миллионов рублей. Его нам выдал Министерство развития Дальнего Востока и Арктики. 210 миллионов рублей составили наши инвестиции как инвестора. Оставшаяся сумма была привлечена посредством кредитования в банке. У нас основные три составляющие. И этот объект находится на территории Северной Мозаики, которую в июле этого года за подписью
председателя правительства России, да, Михаил Мишустин, включили в территорию опережающего развития Якутия. Да, мы вошли, мы являемся якорными резидентами ТСР на Северной Мозаике. Что сказать про управляющую компанию? Ну, они нам очень сильно поспособствовали. Мы вели подготовительные работы. Нам резидентство уже позволяло какие-то земляные работы начинать потихонечку. Хотя мы находились еще в прохождении государственной экспертизы проектно-сметной документации. Соответственно, они участвовали в техническом присоединениях к инженерным сетям. Соответственно, плюс налогообложение у нас льготное. Вот. Ну, они нам очень сильно поспособствовали, облегчили, так сказать, финмодель проекта. Да, стоит отметить, я как руководитель агентства привлечения инвестиций являюсь руководителем подведомственного учреждения Министерства экономики, которое является уполномоченным органом в Якутии, да, для заключения всех сделок государственно-частного партнерства. И, конечно, при формулировании нашей переговорной позиции Министерства экономики по этому проекту мы старались сделать так, чтобы он был интересен и для инвестора, и для региона. Но итог впечатляющий. Вы совсем недавно, в октябре, получили национальную премию инфраструктурную Росинфра за лучший проект в сфере детского отдыха. И также это проходило в рамках Российской недели ГЧП. Тогда же подписали соглашение с Сахалинской областью о возможности реализации этого проекта. По моей информации, также есть ряд других дальневосточных регионов, которые очень заинтересованы в том, чтобы внедрить эту разработанную вами модель, эту концепцию у себя с поправкой на свою специфику. Но мы боимся, не снизится ли от этого внимание ваше к вашему проекту в Якутии? Наш проект Якутии – это наша визитная карточка, наша репутация. То, на что смотрят наши нынешние партнеры и будущие. На самом деле мы подписали с Сахалином меморандум на проектирование, создание и эксплуатацию круглогодичного детского центра. В этом направлении ведется у нас работа, но хочу отметить, что та команда, которую мы собирали, специалистов, именно специалистов, что вот очень важно, которую мы собирали по крупинке, она сконцентрирована, эта команда, на якутском проекте. То есть все силы брошены сюда. Это наша репутация, это первый проект. На уровне правительства вице-премьера Татьяны Голиковой было проведено рабочее совещание, предметом которого оказалось создание подобной инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. По итогам совещания Минпросвещения, Минфину, ОСИ, ВЭП и РЭП РФ была поручена проработка привлечения инвесторов по механизму государственно-частного партнерства для создания подобных проектов. В пояснительной записке наш проект был указан как пример успешного опыта. Что касается наших планов, так это на перспективе 10 лет создать 15 минимум подобных проектов. То есть рынок у нас открыт, то есть опыт вот мы получаем, сейчас создаем, видим, что мы уже получим на итоге. Конечно же, наши планы амбициозны, но я уверен, что наша команда с этим справится. Ну, это значит, что таким образом Якутия дала старт своего рода реформе детского отдыха в рамках всей страны. Да, наша цель в ближайшие 10 лет создать как минимум 15 подобных проектов, тем самым дать толчок к реформированию детского отдыха в стране. Мы поговорили о вашем проекте, о его структуре. Хотелось бы также узнать, узнали даже о ваших планах, оказывается, у вас большие наполеоновские планы. Скажите, пожалуйста, вот проект в Якутии, который сейчас вовсю строится у нас на Северной Мозаике, что от него получат
жителей Якутии? Что от него получат наши юные якутяне? Александр, это будет современнейшая инфраструктура, прежде всего. Во-вторых, это мы заберем на себя вопрос детского отдыха и оздоровления, снимем эту потребность с региона существенно. То есть единовременно у нас будет находиться 350 детей, а в год это число 5250 ребятишек. Вот. Плюс мы создаем более 130 рабочих мест для местных жителей. На создание проекта у нас привлечены как местные специалисты, так и привлеченные из крупных госкомпаний, так как у нас есть инженерные решения, те, которые будут впервые применены в Республике Саха-Якутия, не говоря уже о механизмах и оснащении технологичном. Вот. Это все позволит нам выдать продукт современный и не в рамках Республики Саха-Якутия, а в мировых масштабах. Ну, значит, Якутия получит действительно новый уровень инфраструктуры в этой сфере. И напоследок хотелось бы задать наш традиционный вопрос, который звучит так же, как называется наша программа. Скажите, пожалуйста, вот якутское для вас значит какое? Вот якутское значит... Якутское значит лидирующее. А почему? А потому что вы посмотрите, как республика развивается. Мне есть чем сравнивать. Я вижу, что строится, развивается, инвесторы сюда едут. С инвесторами идет отработка довольно-таки комфортная. Инвесторам здесь комфортно работать. Якутия лидер в этом вопросе. Якутское значит лидирующее, уважаемые зрители. Спасибо вам, Иван, за беседу. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых выпусках программы «Якутское значит».